Жители нашего района запустили флешмоб солдатам башкирский корот. Все подробности далее. С особой материнской любовью эти женщины скатывают шарики корота, хорошо понимая, что бойцам на передовой сейчас как никогда нужна забота и поддержка родного края. Совсем недавно жители нашего района решили запустить флешмоб солдатам башкирский корот в поддержку бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Харби ерде йөргән егетләребезгә елыһын кушып, туган яктың тан барган сәлам булып ишетелһен, күренһен дип, һәм улар асыгып йөргән вакытта үзләре шокыртты ашап, йөрәкләренә дарман биреп, дәрт биреп, туган як елыһын Находясь в походных условиях, ребята тратят много сил, энергии, и подкрепиться на ходу таким простым калорийным продуктом активисты района подумали, будет очень кстати. Ведь он очень питателен, а смешав его с водой, можно получить прекрасный целебный напиток, хорошо утоляющий жажду. Процесс этот трудоемкий, рассказывают хозяйки. Кисломолочный продукт по консистенции, напоминающий творожную массу, готовится из обезжиренного молока при обязательном длительном заквашивании. Для этого мешочек с молочной массой подвешивается в тени, и влага стекает через ткань в течение нескольких дней. Образовавшуюся густую питательную массу подсаливают и скатывают в шарики диаметром от 1 до 5 сантиметров, которые высушиваются, причем иногда до твердо-каменного состояния. Летом корот сушат на солнце, а в холодное время года в электросушилке. Такой продукт хранится очень долго, даже годами. И еще один интересный факт. Из 5-7-дневного КТК корот получается острее, чем из свежего. Этот древний башкирский продукт и сегодня ценится за кладезь полезных свойств. Он обладает антисептическими свойствами и содержит пробиотики. По количеству витаминов его можно назвать чемпионом. А еще корот употребляется в народной медицине при простудных заболеваниях, при истощении для восстановления организма, а также в целях поддержания иммунитета. Башкирский корот отличается специфичными вкусовыми качествами и особыми полезными свойствами, что обусловлено уральским многотравьем и рационом питания скота. В осенне-зимний период количество удоя молока значительно уменьшается, но хозяйки на начатом деле останавливаться не собираются, и каждая из них по мере возможности будет заниматься приготовлением корота дома. А затем готовый продукт будет собираться в посылке для отправки весточки нашим бойцам.